Мы небольшое частное издание, мы сами организовали свой ООО, у нас свой сайт. И, как и все, мы сталкиваемся с такой ситуацией, что есть так называемые госсми. Просто непонятно для нас, например, на каком основании именно деление происходит. Госсми и, скажем так, не госсми. Поскольку у всех у нас есть государственная аккредитация, государственная регистрация. Когда происходит финансирование СМИ, в последнее время 1 миллиард рублей выделяется на это дело. Да, здесь была сказана важная вещь, что действительно туда входит и сумма по доставке и прочее, это все важно. Мы не отрицаем, что жители дальних районов должны быть в курсе происходящего, и они должны иметь право на информацию. Но мы говорим о другом, что когда мы спрашиваем, хорошо, вы получаете деньги, обоснуйте, почему вот вы получаете, мы не получаем. Мы исполняем госзаказ. Ну, если это госзаказ, то мы, как люди, которые исполняют услугу, вправе претендовать на равных условиях участвовать в распределении этих средств. И, соответственно, они получают субсидии на свое содержание. И в априори эти деньги не распределяются на основе. И зачем это государство делает, наверное, абсолютно понятно, что поднимите руки хотя бы один предприниматель, который готов за свои средства издавать газеты, например, в Булунском или Анапарском улице. Наверное, нет таких, да? То же самое касается и национальной вещательной компании. Вы знаете о том, что на национальном якутском языке, кроме НВК Саха, у нас никто не вещает. И, соответственно, я думаю, что тоже найдется мало предпринимателей, готовых на якутском языке 24 часа в сутки доводить информацию до отдаленных населенных пунктов и брать на себя затраты по услугам связи. И в этой связи здесь никакой конкуренции в априори не существует. Что касается поддержки некоммерческих изданий, то начиная с текущего года, и вы наверняка об этом знаете, мы приняли постановление правительства и предлагаем для частных информационных изданий гранты суммой до 500 тысяч рублей. В принципе, сумма она неплохая, участвуйте в установленном порядке в конкурсах, получайте эти деньги. И такую грантовую поддержку мы намерены поддерживать и в дальнейшем. Что касается государственных СМИ, то в любом государстве они существуют. Существуют они на федеральном уровне, и вы о них знаете. И, естественно, мы от них сегодня не можем отказаться, но в понимании того, что мы это делаем для того, чтобы пиарить свою деятельность, да, наверное, в априори абсолютно неправильная подача информации. Мы публикуем там наши распоряжения, постановления, указы, законы. Вы готовы их печатать? От них, наверное, нет.